Дети, чьи родители находятся в лагерях перевоспитания, содержатся в государственных интернатах и подвергаются китайской ассимиляции. Видео, в котором запечатлен диалог школьного учителя и 3-летней девочки, которую учитель принуждает улыбаться, очевидное доказательство творящегося беспредела в Восточном Туркестане. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутьеррес опроверг информацию о том, что осудил Китай из-за массовых арестов уйгуров и их заключения в лагеря перевоспитания. Напомнив, что заявление о двойных стандартах и нечестной политике ООН не соответствует действительности, Гутьеррес сделал следующее заявление. «Среди политиков нет того, кто бы вел переговоры с Китаем подобно мне. Во время визита в Пекин, состоявшегося в апреле, я не только обсудил данный вопрос с администрацией Поднебесной, но и поделился подробной информацией с мировым сообществом». США выдали визы президенту Ирана Хасану Рухани и министру иностранных дел Джаваду Зарифу, подавшим заявку для участия в собрании Генерального совета ООН. Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави сообщил, что сегодня Джавад Зариф прибудет в Нью-Йорк. Представители США и Китая, между которыми идет экономическая война, снова сядут за стол переговоров. По сообщениям Евроньюз, переговоры продлятся 2 дня и станут подготовкой к саммиту, который состоится в октябре. На основе решений, которые будут приняты на саммите, станет ясно, будет ли достигнуто перемирие или же продолжится противостояние. Пресс-атташе Министерства иностранных дел Турции Хами Аксой прокомментировал информацию о подписании администрацией Южного Кипра и международными компаниями соглашения по добыче нефти и газа на так называемом свободном участке номер 7. Решение администрации Южного Кипра, подписавшего соглашение с французской Total и итальянской Eni, в обход интересов тюрков-киприотов является доказательством того, что они не осознают всю серьезность наших планов и решений, заявил Аксой. Бывший министр иностранных дел США Рекс Тиллерсон заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно использовал ложную информацию для убеждения Дональда Трампа. Выступая на конференции в Гарварде, Тиллерсон поделился интересной информацией. Оценив Нетаньяху как искусный и бессовестный политик, Тиллерсон подчеркнул, что нужно проверять достоверность его слов.